Ваши пожелания вот современной молодежи и всем мусульманам вот в наше нелегкое время? Вот. Такое сейчас время наступило. Человеку попадать на правильный путь очень трудно. Это потому что начинается школы, значит, дальше техникум, дальше институт. Это газеты, журналы, это поток информации. Он, молодой человек, тонет в этом потоке информации, тонет. Он не может ее перерабатывать. Он не может найти, что из него для него полезно, что для него вредное, что выбрать, что убрать, по какой дороге идти. Вот это найти свое место в жизни, найти свою дорогу в этой жизни. Вот этот момент очень трудный в настоящее время. А если человек уже нашел свое место, если человек знает, что он покидает этот мир, что как бы ему не казалось длительной, все-таки этот мир, он очень короткий. Это проходит это время. Если никому не дано, значит, такой вот гарантия, что, мол, он доживет до старости. Если даже доживет, и то он не может удержать это время, не может удержать. Время, как рыба из рук, выскальзывает от него. Значит, он вынужден, он обречен перейти на тот мир. Обречен. Все человечество обречено на то, чтобы перейти в тот мир, оставить этот мир и перейти в тот мир. И тот мир уже, ахират, он бесконечный. Бесконечный. Нет конца. Вот это мы должны представить себе. К этому, свою психологию мы должны к этому подготовить. И есть человек, который видел тот ахират и что там делается. Это Мухаммад ибн Абдуллах, наш пророк. Он, Аллах Та'ala ему показал, что он своими глазами видел и рай, и ад. Тот Аллах, который создал это небо, землю, солнце, луну, человека, который создал, тот Аллах способен, и так вот это ум укладывается, разум наш, он способен создать в ахирате ад и рай. Они и созданы. Аллах Та'ala это и показал нашему пророку, и после этого он пришел и нам говорит, «Лайсал хабару кал аланияти». Никак не сравнить то, что мы говорим, с тем, что мы видим своими глазами. Это его слова. И, значит, он глазами видел рай и ад. Мы все идем в тот мир и находимся на распутье, куда нас переведут, рай или ад. Значит, вот исходя из этого, мы должны строить план своей жизни здесь. Что нам, главное, что нам второстепенное. Вот там найти свое место, вот это все, значит, чтобы в сознании человека улеглось, чтобы он понял, что он здесь не остается, переходит в тот мир, что он обратно, возврат тоже нету. Исправить ошибку и вернуться сюда тоже дороги нету. Это мы видим, знаем. Раз перешел туда, значит, там он переходит или в ад, или в рай. Вот это он должен, надо, чтобы это зарубить в мозгу. И, значит, исходя из этого, поставить перед собой, расставить для него, что является главным, что второстепенным. Найти свое место в этом мире. И если человек попадает на правильный путь, значит, ему очень легко сейчас идти по этой пути ислама. Очень легко. Значит, когда я был молодой, значит, мечети не было, мадраса не было.
Значит, институт, исламский институт, откуда? Это, значит, намаз делать мы боялись. Намаз, обязательный пятикратный намаз делать боялись. Закрывали двери и под замком делали намаз. Не то, что обучать ильму, не то, что это все делать очень тайно, очень тайно. Вот такой тревожный, очень нам неподходящий такой режим был. А сейчас открытая дорога. Открытая дорога. И кто хочет, пожалуйста, иди, хочешь получать исламские знания, иди в мадраса, учись. Хочешь идти по пути тариката, пожалуйста, делай, значит, вирди, иди по пути тариката. Хочешь ехать в хадж, пожалуйста, езжай в хадж. То есть все то, что мусульманину нужно, сейчас все условия есть. Даже желать сейчас, я не знаю, что еще можно желать. Вот настолько все открыто сейчас, дозволено. Значит, такая широкая дорога для мусульманина, чтобы идти по правильному пути ислама и, значит, и быть, соблюдать те установки, которыми Аллах Та'ala над ним может быть доволен.